Герои нашего времени. Ингушская девочка, закрывшая собой брата от пули, получила награду в Кремле. Сегодня школьница из ингушского Малгобека пропустила занятия по очень уважительной причине. Ее пригласили в Кремль на вручение медали «За отвагу». В Екатерининский зал она вошла наравне с остальными участниками церемонии, среди которых были видные деятели науки, культуры, военные, спортсмены. Награжденных сегодня 50 человек. Это стало началом торжеств по случаю завтрашнего Дня защитника Отечества. Звание «Город воинской славы» удостоен Хабаровск. За церемонией в Кремле сегодня следил наш корреспондент Роман Соболь. Роман, вы в прямом эфире. Как все прошло? Да, Елена, можно было предположить, что сегодня, накануне 23 февраля, в Екатерининском зале будут сплошь представители воинских профессий, но нет. Кадровых военных в форме было всего лишь несколько человек, а остальные были люди мирные. Разве что солдатскую медаль за отвагу действительно сегодня получила семиклассница из Ингушетии за воинский подвиг. И об этом подвиге президент Путин говорил особо. Хабаровск стал настоящим. В этом зале присутствует Залина Ахметовна Арсанова. Она родилась и выросла в Малгобеке, который также носит высокое звание города воинской славы. Его жители героически защищали свой край в годы Великой Отечественной войны. И, уверен, гордились бы этой юной девушкой. В августе прошлого года она закрыла собой от пуль бандитов 6-летнего брата. Залине тогда было всего 12 лет. И ее самоотверженный и смелый поступок отмечен медалью «За отвагу». Залина была тяжело ранена, она выжила буквально чудом, и сегодня она благодарила тех, кто в свою очередь спас ей жизнь и сейчас помогает встать на ноги. Я бы хотела отблагодарить всех тех, которые мне помогали, врачей, учителей своих и директора школы, и президента Республики Ингушетия. Спасибо.